Персики, черешни, виноград и арбузы. Летний сезон предлагает долгожданные гастрономические изыски. Наша съемочная группа съездила на крестьянский рынок, чтобы узнать отношение горожан на цены и качество фруктов и овощей, продаваемых в городе. Ценам, смотря на что. Есть что-то очень дорогое, что-то есть намного дешевле, чем в магазинах. Бывает и картошка 150, там 130, да, нам не по нашему пенсионерам, не по карману. Все равно маленько можно взять в магазинах подешевле. В летнее время всегда пытаюсь здесь покупать на Крестьянском, потому что я тут близко рядом живу. Прихожу один день, затариваюсь на неделю. А когда уже местная продукция уже будет, уже снизятся цены. В прошлом году то же самое было, можно нормальные цены купить там мясные овощи. В республику фрукты и овощи завозятся из других субъектов России, а также по железной дороге напрямую из Казахстана и Кыргызстана. Ягоды, как клубника, земляника и малина, в основном поступают из Приморского края. А также в последние годы наши предприниматели начали активно заниматься выращиванием и реализацией внутри республики. Продукция, картошка наша местная, напская, и свекла. Остальное все привозное. Цены аренды, аренда очень дорогая, и все это входит в цену. По результатам экспертизы Управления Россельхознадзора по Якутии привозные партии овощей и фруктов контролируются, карантинные объекты не выявлены. В результате контроля завозимой продукции наблюдается заметное увеличение объемов поступления арбузов, дынь, репчатого лука напрямую из Казахстана. К примеру, в прошлом году поступило 55 вагонов лука репчатого, что составляет 3500 тонн, и арбузов около 22 тонн. В этом году первая партия арбузов прибыла из Республики Киргизия. Все партии проконтролированы, отобранные образцы проб направлены в лабораторию ФГБУ «Иркутская межобластная лаборатория». По заключениям экспертизы карантинные объекты не выявлены, и продукция выпущена в свободную реализацию по республике. В случае обнаружения насекомых или признаков, указывающих на заражение и засорение продукции растительного происхождения, то необходимо обратиться в отдел надзора в области карантина и качества зерна для незамедлительного реагирования. Лена Андреева, Джулсан Иннокентьев, Якутск.